Доволен ли ты своей христианской жизнью? Хотел бы я вам вопрос задать. Не торопитесь, не спешите, не газуйте, подумайте, порассуждайте не только сегодня, и завтра, и послезавтра, и в течение недели, и в течение месяца, и в течение года. Довольны ли вы своей жизнью? Просто так, сидя, вы так подумайте, доволен ли я своей жизнью? Какой имеет вес вообще Иисус в моей жизни? Какова моя жизнь? То, что Иисус сделал на кресте ради нас. Он умер и воскрес. Я получил это искупление. Я получил это спасение. Доволен ли я своей жизнью, что у меня нету машины, у меня нету квартиры? Может, у кого-то нету мужа, у кого-то нету жены. Может, у кого-то нету детей. И мы должны задуматься, доволен ли я своей жизнью сейчас, в данный момент, в данный день. Иисус все сделал для нас. И мы должны размышлять и думать об этом. Давайте мы откроем первое место Писания, это Тимофею. 1 Тимофею, 6 главу. 1 Тимофею, 6 глава. И прочитаем там 6-7 стих. Здесь написано: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир явно, ничего и не можем и вынести из него». Дорогие братья и сестры, воля Божья состоит в том, чтобы мы были и благочестивы, и довольны. Никак невозможно разделить это. Что или ты просто благочестивый, но недовольный негодяй. Или ты довольный, но неблагочестивый. Невозможно это никак разделить. Оно идет вместе. Это крепко соединено. И мы посмотрим, что такое благочестие. Можно на экран вывести с греческого благочестия. Это свойство характера и моральное качество человека, основанное на богопочитании и выполнении религиозных и нравственных предписаний. И также благочестивый человек верен Богу. Он стремится делать то, что истинно и чисто в глазах и в путях Божьих. Это внутреннее стремление, не внешнее. Это внутреннее стремление к Богу посвятить свою жизнь. И это вытекает уже в действие. Это начинает вытекать. И мы сегодня будем говорить о довольстве, больше о довольстве, чем о благочестии. О благочестии более-менее понятно. Но мы будем честными, что мы не всегда довольны в своей жизни. Начиная с самого себя, мы иногда недовольны собой. Я очень часто был недоволен собой. Почему я такой маленький? А почему у меня небольшие голубые глаза, как были у моего папы? Почему я в маму пошел? Якутку мою, да? Почему я не в папу с красавца пошел? Папа у меня красивый был, высокий, голубыми глазами, как небеса. И я был недоволен этим. Я роптал, я говорил, почему так? И придя к Богу также, мы бываем недовольны, что наш муж пьет там, наши подростки, они бунтуют. Знаете, у меня сейчас подростки, они бунтуют иногда. И говорят, нет, мы хотим поступать так, а не так, как ты, папа, хочешь. И поэтому нужно вести к Богу то, что истинно, направлять к Иисусу, говорить об этом. И Бог, Он желает научить нас, чтобы мы учились, потому что Писание здесь написано, великое приобретение, это нужно приобрести, быть благочестивым и довольным, это нужно упражняться, это не просто так тебе придет. Сегодня довольный, завтра недовольный, сегодня бурчишь, завтра пляшешь, сегодня кричишь, завтра молчишь. Поэтому, чтобы мы научились,
Иисус, Он хочет, чтобы мы научились. Чтобы мы научились. И мы должны делиться, ценить это, ценить то, что Бог сделал в нашей жизни. Откроем Филиппийцам, посмотрим Филиппийцам 4 глава, Филиппийцам 4 глава, и прочитаем там с 11 по 13 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу укрепляющим меня Иисусе Христе». Во время проблем очень сложно быть довольным. Вы понимаете, да? Когда есть проблемы, когда ты в трудных ситуациях, сложных ситуациях, безвыходных, кажется, тебе довольным, кажется, невозможно быть. Довольство, оно взаимосвязано со Христом. Мы должны ясно, четко уяснить. Довольство наше взаимосвязано со Христом. Все могу, укрепляющее меня Иисусе Христе, если он говорит. Апостол Павел, который сидел, он писал эти послания, основные свои послания, он сидел в тюрьме по колено в воде, это так историки говорят, что он сидел, и он писал, представляете, радуйтесь, всегда радуйтесь. Он говорит, я научился быть довольным. И его сколько раз побивали? И палками, и братья его свои бились, и его убивали, камнями побивали. Он вставал и шел. И он кораблекрушение потерпел, и чего только не претерпел. И этот человек, он говорит, я научился быть довольным, благочестивым и довольным. Он говорит, я научился. Не просто так говорю, потому что он говорит, я умею и в скудости жить, но мы не можем в скудости в наш век жить, в трудностях, правда? И нам и надо это может проходить. Насыщаться, терпеть голод. Он терпел голод и всего, чего только не терпел. И он пишет эти послания свои. И если мы недовольны, нам нужно упражняться в этом, задумываться. Прежде всего, конечно, мы идем к Богу. Мы молимся, обращаемся к Нему, смотрим на Писание, но нам нужно высвободить это недовольство, и поэтому нам обязательно нужно найти людей. В церкви есть всегда такие люди, которые любят Бога, которые почитают Бога, которые готовы выслушать вас в любое время. Даже иногда просто человек приходит, и просто ты его выслушал. Ко мне один раз пришел человек и говорит, у меня там проблема. И пришел ко мне, и я его там больше часа слушал. Он говорил. И только я приготовился дать ему какой-то совет, он сказал, ничего не надо. Спасибо, Олег, что ты меня просто выслушал. Иногда просто нужно человека выслушать. Просто выслушать его внимательно. Выслушать. Не сидеть в телефоне. Знаете, мы так сидим и общаемся, и сидим в телефоне. Неприятно, когда человек сидит в телефоне. Мне как-то раз один Божий человек сказал, ты что сидишь в телефоне? Я с тобой общаюсь. А что ты на телефоне сидишь? Тебе Дух Святой ничего не говорит? Я общаюсь с тобой, а ты сидишь на телефоне. Свои проблемы решаешь? Нужно уметь вести конструктивный разговор. Нам нужно высказать, когда наше сердце, оно в тревожном состоянии, когда у нас есть проблема, нам нужно высказаться, чтобы нас могли выслушать, за нас помолиться, дать нам какие-то ответы. Нам не нужно скапливать это недовольство. Когда мы его скапливаем, оно как механическая бомба часовая. А ты бум-бум-бум-бум, а это плохо, а это худо, а что так они поступили, а почему они так сказали, а почему они меня не поставили туда, а почему так, и это недовольство. А почему они другого поставили, а меня не поставили?
И это накапливается, а ты не упражняешься, ты не высвобождаешь это. Тебе нужно высвободить, тебе нужно исповедаться, тебе нужно покаяться в чем-то, тебе нужно в чем-то освободиться. И поэтому тебе нужен такой человек в церкви, или друг какой-то, брат, сестра, которому ты можешь доверять. Не нужно всем слева направо все рассказывать, а потом говорить: а что ты про меня сплетни распустил? Так ты сама пришла и рассказывала. Никто про тебя сплетни не распускал. Ты сама ходишь и рассказываешь. Всем слева и направо. Нужно рассказывать правильным людям. Божьего человека найти, который будет иметь честь, держать то, что эту тайну. И, знаете, недовольство, она приводит человека в раздражительность. Вы видели недовольные люди? Они раздражительные, просто ужасно. Я сам по себе знаю, вот Таня знает, я вот недовольство там. Опять посуду не помыла, что-то ты не так приготовила. Знаешь, недовольство такое. И Бог говорит: что ты ходишь здесь с часовым механизмом, бомбочкой этой. Знаете? И мы такие эксперты очень сильные. Вот. Есть такие вечно недовольные люди, они ходят с лупой. Ну, это примерно так, утрирую, говорю, с лупой ходят. Все смотрят, все высматривают, не так оделась, не так кушаешь, не так ходишь. Такие есть эксперты очень, с лупой ходят. Недовольные всем и вся. Знаете, это вот как брюзга, брюзжать, все время бормочет, все время вот это слово, он, брюзжит она. Ты плохо, там плохо. А почему так? Знаете, вот такой пример я вам приведу. Два брата, один был позитивный, один был негативный. И они, когда садили картошку, этот негативный: вот это плохо, вот земля плохая, зачем мы здесь садим? Вот надо было, я тебе говорил, там садить. Он говорит: да садим этот позитивный, здесь хорошая земля, мы будем обрабатывать, мы будем поливать, и у нас будет хороший урожай. Это: да все плохо, да все плохо. Раз осень настала, начали собирать урожай, картошка крупная такая, выросла, урожай хороший такой. Он говорит: смотри, какая картошка, смотри, какой урожай у нас, картофель какой. Я говорю: да все равно все плохо. Он говорит: да почему плохо? А он говорит: свиней нечем кормить. Ему все плохо, ему нужно мелкое, чтобы свиней кормить. Мелкой нету картошки, вся крупная. И вот мы такие бываем, знаете, мы замечаем, мы такие недовольные. Вот, и мы с возрастом, особенно когда человек становится с возрастом, ну, слава Богу, я упражняюсь в этом, Татьяна не даст соврать, упражнялся из года в год, и это уходит. И ну, я не говорю, что я идеальный. Конечно, нет. Конечно, иногда срываюсь, тоже эксперт еще тот. Вот. Но, слава Богу, есть Дух Святой, который помогает нам. И нам нужно с этим бороться. Как нам нужно с этим бороться? Давайте мы практически по Писанию посмотрим. Давайте, дорогие братья, сестры, будем учиться, чтобы нам приобрести, научиться, упражняться в этом. Как из этого выйти? Первое, можно там вывести, научиться благодарить. 1 Фессалоникийцам 5:18. Научиться благодарить. 1 Фессалоникийцам 5:18. Здесь написано: за все благодарите. Написано: за все благодарите. Слышите, дорогие мои братья и сестры? Друзья, слышите? За все благодарите. За все. И за мелкую картошку, и за крупную картошку. И за «Жигули». Веста там или что у нас какая-то. Последняя модель у нас какая-то там крутая вышла, говорят, да? Благодари, что у тебя не Ландкраузер, а выпускает Самарский завод, да, там, какой у нас там,
за то малое, что у нас есть. Может, у тебя ничего нету. Благодари, что есть руки, ноги есть, что у тебя есть мозги, что у тебя есть разум, что у тебя есть Бог. Благодари за это. Слава Богу, скажите. Здесь написано, прочитайте, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. За все. Это воля Божья, чтобы мы благодарили. Даже в трудной ситуации мы благодарили за все. Знаете, если мы чем-то недовольны, загляни в свое сердце, просто проанализируй. Не сиди в яме, а проанализируй. Почему я слаб в этой ситуации или в этой ситуации? Что я могу изменить в этой ситуации? Что я могу сделать? Как я могу выйти из этой ситуации? Начинай работать над сферами, над проблемами, сферами этой жизни. Вы помните фильм, кто-то смотрел «Поллианна»? Потрясающий фильм вообще, очень. Есть 60-го года, есть 2003-го. Я советую 2003 года, посмотрите. Обязательно «Поллианна». Там про девочку 11-летнюю. И эта девочка, ну, просто показывается, я вот посмотрел этот фильм, жизненный урок просто получил в свою жизнь. Читаешь вроде Библию, ну, и иногда вот нужно и фильмы посмотреть. Я не знаю, он христианский, не христианский, но хороший очень фильм. 2003 года я смотрел фильм. И эта девочка, она заказала себе куклу, и ей в посылке там пришли костыли. Ну, кто-то ей прислал, да. И она огорчилась очень. И папа ее научил в игру быть довольной. И он ее учил все время так. И мы своих детей должны учить, потому что у нас дети иногда недовольны. У меня особенно младший Елисей, так он только недовольство мне выявляет. Это купи, то купи, идем. Знаете, ни один магазин не хочет пропустить. Купи, я же футболист, мне надо, чтобы меня, ты же говоришь, чтобы у меня кости росли, массу набирал. Вот. И все просит, вот в буквальном смысле. Вот. Взрослые это девочки ничего не просят, они знают, они умные, слава Богу. Выросли уже, да? Ну, маленькие были, тоже просили. И вот эта девочка, она, когда огорчилась, то папа ей говорит, не надо огорчаться, давайте поиграем в эту игру. Это же хорошо. Давай поблагодарим, что эти костыли, они тебе не нужны. Как умно, правильно он говорит, да, отец? Давайте поблагодарим, что эти костыли, они тебе не нужны. И она, когда родители умерли, ее взяла тетя на воспитание, да, и она там вот в их поселке или поселок, или городок небольшой, и она этот городок просто преобразила своим позитивным отношением. Она настолько влияла на свою тетушку эту повлияла, на многих там людей в этом городе, которые негативно, или на женщину, которая парализованная лежала в постели, прикованная. Она настолько принесла позитив в этой женщине, и у нее внутреннее исцеление произошло у этой женщины. Не только внешнее, но внутреннее прежде, и потом внешнее. Она встала и стала ходить. Мы должны быть такими же позитивными, брать этот урок. Даже если твой муж пьет, даже если он не спасенный, нам нужно позитивно к этому относиться, молиться, сражаться за него, бороться за него, не сдаваться, двигаться. Второе, научиться радоваться. 1 Фессалоникийцам 5:16. Здесь же, 1 Фессалоникийцам 5:16. Здесь написано, всегда радуйтесь, всегда. Это наш выбор быть радостным, наш выбор. Поверьте, это не просто хихи-ха-ха, там собрались, какие-то анекдоты рассказываем, там еще пошлости какие-то, и хохочем, и смеемся. Нет. Это выбор радоваться. Я радуюсь, когда думаю о нем. Представляете? Когда я думаю о нем, я радуюсь. Почему я радуюсь? Когда я думаю о нем, я радуюсь, потому что он, придя в мою жизнь, он принес столько много
изменений в мою жизнь, столько красок принес. Моя жизнь, она радикально стала меняться. И я радуюсь. Говорю, спасибо, Господь. Когда я радуюсь, я начинаю благодарить. Когда у меня выливается эта радость, я начинаю благодарить. Я говорю, спасибо тебе, Господь, что ты нашел меня, что ты избрал и призвал меня. Огромное тебе спасибо за это. Он дает, потому что мне силы, благодати радоваться. И нам нужно также радоваться и за других. Мы можем за себя порадоваться, но за других мы иногда не радуемся. Мы радуемся, когда у него дача сгорела. Так ему и надо. Богатый сильно. У него 2 дачи, 3 машины. Ну, одна сгорела. Надо порадоваться. Знаете, такая притча есть. И мы не будем открывать это местописание, там долго разбирать. Эта притча в Матфея находится в 20 главе. Там хозяин пришел, и он сказал управителю, управитель вышел утром и нанял работников. И он договорился с ними, за 1 динарий вы будете работать до вечера. И потом, через некоторое время, в 3 часа он нанял других работников. Вышел, там праздно они стоят, он говорит, пойдемте работать. Он цену им уже не назначил, он им не сказал цену, он сказал, пойдем, а там посмотрим как бы. И они пошли, стали работать. И потом также и в 6, и в 11. И он за час до работы в 11 нанял последних, которые стояли. И когда стал час расплаты, он поступил так. Он начал оплачивать, например, если так вот в миру, оплачивают же первому, кто пришел, работал, ему первому. А тут хозяин говорит, начни с последнего. И когда они все стояли, вот эти, которые пришли в 3, в 6 и в 11, ну, которые пришли раньше, которые в 11, он им зарплату дает и говорит, вот, получите по 1 динарию. И представляете, как эти начали, особенно которые утром пришли, как они начали бормотать, как они начали завистливо говорить. Почему так? Почему такая несправедливость? Вот. Ну, там конец можем прочитать, там очень хорошо сказано. Вот. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали 1 час, а ты сравнил их с нами, перенесшими тягость дня и изной. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, не за динария ли мы с тобой договорились, ты со мной? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что я хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Вот такие мы бываем завистливые. А почему этому дали, а этому не дали? А почему здесь этого поставили, а того не поставили? А почему с ним поздоровались, а со мной не поздоровались? Знаете, и мы такие завистливые, недовольные такие, завистливыми такими становимся. Проблема не кто раздает деньги, а проблема внутри этих людей. Понимаете, да? Проблема не тот, кто раздает эти деньги, который дает их. Проблема это была внутри этих людей, недовольство, этот ропот, это брюзжание, вот это, брюзга, которые ворчали, бормотали, говорили негативное. Знаете, как только ты начинаешь завидовать, ты становишься на скользкий очень путь, на скользкий. Ты можешь подскользнуться хоть где, если ты начинаешь завидовать кому-то. Нам не нужно завидовать. Знаете, очень хороший пример, я как-то слышал где-то, один проповедник, они были знакомы, и другой поднялся только недавно, и он стал лучше его проповедовать. Он раньше пришел к Богу, проповедовал уже, служил, а тот служитель только пришел и начал так проповедовать, что у него зависть появилась. А он начал так мощно, так сильно, так помазанно проповедовать, и ему стал завидовать. И зависть это так сильно засела в нем. И потом они как-то ехали в поезде, вдруг служили вместе, ехали, и он ему стал каяться, стал признаваться. Они общались.
И потом присутствие Божье пришло, помазание Божье пришло. И он думает, вот время, надо покаяться, сказать, что я ему завидую. И он ему открылся, он ему начал говорить. И он ему говорит, ты козел. И вот так он исцелился, этот проповедник, от зависти. Всем по-разному нужно, понимаете? Ему нужно было, чтобы он ему сказал, ты козел. И он исцелился на всю оставшуюся, и он стал успешным служителем, и он стал епископом, и у него много церквей в его союзе. Почему? Потому что он принял это, и он стал изменяться, он стал упражняться в том, чтобы он был довольным, независтливым, довольным. То, что дал ему Бог, и то, что дал Бог, нужно радоваться за других, что этот человек поднялся, чтобы мы могли в церкви радоваться, когда здесь будут подниматься новые, молодые проповедники, учителя. В этой церкви, когда будет, нам нужно быть готовыми радоваться, не держаться за место, понимаете? Мы не должны за место держаться, мы должны продвигать Царство Божье, а не держаться за позицию. Мы настолько привыкли с 90-х годов научены, мы держимся за позицию, я здесь царек и все. Царь там на небе, ты не царек, ты раб Божий, ты сын Божий, ты дитя Божье. Не нужно держаться за эту позицию. Когда кто-то подойдет, более успешный, ты всегда должен вовремя дать ему. Как Павел, он готовил всегда, у него всегда была преемственность, он всегда вел. У него всегда была преемственность, он всегда передавал это молодым, более успешным служителям. Нам нужно уметь радоваться. Третье. Непрестанно молитесь. 1 Фессалоникийцам, обратно вернемся туда, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, и здесь 17 стих. Непрестанно молитесь. Непрестанно, постоянно, думая об этом, размышляя в мыслях, чтобы мы могли молиться в мыслях. Где-то в пути ты идешь, и какая-то ситуация случилась, ты непрестанно молишься, ты видишь в этом рука Божья. Даже если сложная ситуация, ты попал даже куда-то, если ты непрестанно молишься, ты внутри думаешь о Господе. Даже если сложная какая-то ситуация, ты молишься, потому что чем больше мы думаем о Господе, чем больше мы молимся внутри, в мыслях наших, в словах, просто в каких-то даже в действиях, тем больше мы зависимы от Него. Чем меньше, вы заметите, чем меньше мы молимся, чем больше мы зависим сами от себя. Заметьте, мы очень зависимы от себя, потому что мы мало молимся. Мы уповаем на себя. Когда мы будем молиться больше, обращаться к Нему, тогда мы будем зависимы от Него. Непрестанно молитесь. Когда я непрестанно молюсь, когда я думаю о Нем, тогда приходит радость. Потому что Он приходит в мою жизнь. Потому что Он корректирует мою жизнь. Он научает мою жизнь. Не человек, Он. Это лучше. Я вам скажу, лучше, когда мы читаем Слово Божье и изменяемся. Когда придет человек, он несовершенный, и он будет тебе указывать. Сава, можно подойти сюда, пожалуйста? Он будет тебе указывать. Он даст такого человека тебе. Знаете, если ты бунтуешь, если ты недовольный, ропчешь, Он обязательно даст тебе какого-нибудь человека в твоей жизни, который скажет, туда смотри, туда ходи, это делай. Вниз не опускайся, поднимайся, радуйся, улыбайся, руки поднимай. Значит, всегда Бог даст, и это неприятно. Он скажет, спасибо, Сава. И это неприятно, когда придет тебе, Он пошлет тебе. Знаете, если ты такой бунтарь, если ты вот не хочешь, необузданный вот этот лошак, он накинет на тебя
ну, извини меня, пошлет тебя напоследок. Он все время будет говорить, он милостив, он все время говорит через Писание, он все время стучит тебя через проповеди, через Писание, через молитвы, через домашние группы, когда ты ходишь, он стучится все время, кто-то говорит с тобой, братья и сестры, ты общаешься, он стучит в твое сердце, вот здесь выпрями свой путь. Ты говоришь, да нет, зачем, у меня все хорошо, я сам все решаю. Но когда мы молимся, непрестанно находимся, тогда Он приходит. Когда Он приходит, тогда приходит радость. Когда приходит радость, ты начинаешь благодарить Его. Даже когда она не приходит, даже когда ты в страданиях, ты все равно начинаешь благодарить, тогда в обратную сторону, и тогда приходит радость. Потому что ты уповаешь на Него. Ты полностью полагаешься на Него. Потому что все могу. Он не говорит, это не я. Он говорит, я научился так жить. Научился скудости, в изобилии. Я научился этому. Все. И потом Он подкрепляет это. Все могу укрепляющим меня Иисусе Христе. Все могу укрепляющим меня Иисусе Христе. Не укрепляющим Куликова Олега Ивановича, а все могу укрепляющим Иисусе Христе. Только в Нем я могу. Только в Нем. Только в Нем я могу укрепляться. И заканчивая эту тему, я бы хотел прочитать притчи 19 глава. Прочитаем притчи 19 глава. Я думаю, я вас не утомил. Притчи, 19 глава, 23 стих. 19 глава, 23 стих. Очень хороший стих. Здесь написано, страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен. Слышите? Всегда будет доволен. И помните, я проповедовал о страхе Господнем. Это не такой страх, какой-то боязнь. Мы любим Бога. Мы верны Ему. Мы почитаем Его, как мы здесь поклонялись Ему. Мы почитаем Его. Мы любим Его. Мы обожаем Его. Потому что Он изменил нашу жизнь. Никто не мог изменить нашу жизнь. Ни Красная Якутия, ни какая-то наркология, не какая-то силовые структуры, прокуратура, суды, но нашу жизнь. Слава Богу, мы за это молимся, за суды, за власти. Но нас изменяет Господь. И Он изменил. Он здесь написано, страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Величайшее почтение Богу, величайшее почтение. Когда мы любим, страх Господень – это начало мудрости. За смирением, если ты смиренный человек, за смирением идет страх Господень. Не прежде всего страх Господень. Ты смиренный, ты почитаешь Бога, ты настолько любишь Бога, ты почитаешь Его, ты смиренный, и тогда страх Господень приходит. И любовь Божья приходит, почтение к Нему приходит. А потом уже приходит вот это богатство. Богатство прежде всего не земное это, а богатство – это довольство. Довольство – это богатство, огромное богатство, которое мы приобретать должны, упражняясь. Это огромное богатство. Поверьте мне, многие из вас, может, знают об этом, когда мы довольны и благочестивы. Тогда мы смиренны, тогда страх Божий к нам приходит. Тогда мы говорим, Господь, мы будем непрестанно молиться к Тебе, обращаться к Тебе, радоваться, благодарить Тебя в трудной ситуации. Все под Его контролем. Все под Его контролем. Знак зрелости – быть благочестивым и довольным. Это знак зрелости, значок. Он все сердце здесь, этот значок здесь в сердце.
знак зрелости, быть довольными и благочестивым. Тогда жизнь будет меняться, вы увидите и богатство, и слава, прежде всего духовное богатство придет, и слава, и жизнь вечная.